Я об этом и говорю, что они искусственно насаждались в Донбассе с нуля, а тут это была гидропоника, то есть вы поливали то, что уже росло само. Да, это был вариант поддержки антидудайских сил. Это вот был третий второй вариант. Да, и вот, вы знаете, у меня к вам вопрос, он может показаться очень каким-то специфичным, но среди наших собеседников был Александр Васильевич Коржаков. Фигура со всей понятной спецификой, невероятно близкая, с одной стороны, к Борису Николаевичу Ельцину, с другой стороны, вызывающая у многих резонные, скажем, мягко, сомнения. И мы не стали вставлять этот фрагмент, касавшийся напрямую вас, просто потому что это никак невозможно подтвердить или опровергнуть. Но вот я пользуюсь удивительной возможностью того, что могу этот вопрос задать вам. Хотел процитировать Коржакова, который говорит о вас и о том, что предшествовало войне. И, может быть, вы сразу скажете, это полная чушь, или это было не так, а было вот это. Он говорит следующее, я прямо его процитирую. Значит, это случилось после той провокации, он имеет в виду начало кампании, которую устроила команда Степашина, и вы вместе с Степашиным, имеется в виду ноябрьский штурм. Там еще в эту команду, я цитирую Коржакова, входил очень активно такой некий Савастьянов, начальник, директор ФСБ, тогда называлось ФСК по Москве и Московской области. И вот он ко мне, Коржакову, пару раз приходил, раскладывал карты Чечни, его очень сильно интересовали, где велись нефтяные разработки, где были скважины. И меня почему-то пытался уговорить, что надо эту Чечню прибрать к рукам. Я ему говорю, Женя, то есть Евгений Владимирович, тебе что, мало Москвы, Московской области? Тебя поставили на такую серьезную работу. Паши, демократ, пока не напашешься. А он говорил, нет, ну надо же все-таки и заработать. Я говорю, зарабатывай только без меня. Конец цитаты. Вот